Первое в новом году заседание Совета Московской осетинской общины состоялось в столице. Встреча прошла в обновленном здании, которое открылось после капитального ремонта. На заседании обсудили результат проделанной работы за прошлый год и обозначили планы на 2021. Председатель общины Алан Абаев рассказал, что предстоит многое. Постоянная работа с детьми и молодежью. Для маленьких земляков будут работать творческие языковые кружки, проводиться мастер-классы по изготовлению кулинарных изделий. Также планируется открытие студии вещания осетинской общины, которая будет работать на площадках социальных сетей. В ходе мероприятия вручили и почетные грамоты, и благодарности Московской осетинской общины за особый вклад в приумножение культурного наследия осетинского народа, содействие укреплению его традиций, духовной общности, а также за активное участие в жизни общины. От имени руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова, представителей Совета с первым в новом году заседанием поздравил Борис Джанаев. Более 30 лет уже ведет свою деятельность Московская осетинская община, и довольно-таки эффективно, и вся их работа направлена на достойное представление нашей республики в центре нашей большой страны, то есть в Москве. Совместная деятельность Московской осетинской общины и постоянного представительства, конечно, это единый механизм. Мы вместе делаем для того, чтобы помогать всем выходцам нашей республики максимально активно представлять на различных площадках, культурных, инвестиционных площадках нашу республику и наши интересы, оказывать содействие нашей молодежи. Мы хотим развивать свою культуру, чтобы наша молодежь знала традиции, язык, умела ориентироваться в Москве, не забывая свои корни. Это основная задача. У нас есть план мероприятий, которым мы будем следовать. Это и фестивали, праздники наши традиционные.